Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 18 октября. Это вторник. Смотрим все знаки зодиака от овнов и до рыбок. Знаки подряд идут. Первый овны. Овны 18 ноября. Октября. 18 октября. Вторник. События дня. Покажите мне события дня для овнов. Смотрим, овны. 18 октября. Что вас ждет? Приглашение. Дерево. Лебедь. Верность. Корону нельзя. Прибыль. Увеличение финансов. Сундук. Дорога. Машина. И казенный дом. Это госучреждение. Новость. Новость, скорее всего, придет на телефон. То есть это либо смс, либо письмо на почту, может быть, электронная новость. Либо что-то в интернете вы читаете, какую-то информацию. Так, здесь нет, получается у вас приглашение. Верность – это гармоничные отношения в паре в этот день. Информация, новость. Поступление финансовое, поездка и посещение госучреждения. Вот такие хорошие события у вас выпали. Благодарю за внимание и перехожу дальше к тельцам. Так, тельцы. 18 октября. 18 октября, вторник. События дня. Покажите мне. Подарочек. Обман. Надо быть осторожными вам. Застолье. Может быть, на застолье будет обман. Рядом выпали. Решится какое-то дело, ножницы. Колокольчик, пустые разговоры. Подкову нельзя. Ну, вертикали я не нашла. Получается, у вас в этот день подарок получите или купите
Может быть обман. Вот единственный минус. Надо быть осторожным, кто-то будет в маске. Скрывать свое лицо. Застолье может быть, пустые разговоры и решится какой-то вопрос еще в этот день у вас, во вторник. Вот такая информация. Вам надо быть осторожными только с обманом, постараться избежать. Благодарю за внимание и перехожу к близнецам. Так, смотрим. Близнецы. 18 октября. 18 октября. Вторник. События дня. Близнецы. Нерешенный вопрос. Может быть у вас во вторник цепь. Друг. Общение с друзьями. Хорошие новости. Интимная связь. И успех. Но успех в работе, в делах. Так. Казенный дом. Возможно, успех в казенном доме. Это госучреждение какое-то. Здесь нет совпадений. Значит, смотрите, получается, в этот день у вас нерешенный вопрос есть. В первой половине дня что-то не получится решить, сделать. Дальше показывает, будет общение с другом-подружкой. Хорошие новости вы услышите, узнаете. Может быть интимная связь. Ну или кровать, это желание пораньше лечь спать. И еще может быть успех в этот день, связанный с каким-то госучреждением, с казенным домом. Так что, видите, много хороших событий, но есть, конечно, и минус. Это нерешенный вопрос. Причем один вопрос решится, показывает, да, будет успех, а один нет. В этот день. Благодарю за внимание. Перехожу к ракам. Так, раки. Смотрим 18 октября. События для раков. Покажите мне. События для раков. Вторник. Конфликт. Во вторник может быть два разных мнения. Якорь, что-то получится закончить, доделать. Может быть остановиться где-то надолго. Это может быть связано с конфликтом. Рядом выпали. Возможно, этот конфликт не даст двигаться дальше. То есть как якорь будет держать вас.
Лебедь — это верность, хорошие новости, интимная связь рядом с лебедем подтверждает, да, что в личной жизни точно все будет хорошо. Колокольчик, пустые разговоры могут быть в этот день с кем-то. Может быть, смотрите, все начнется с разговора, а закончится конфликтом. Время нельзя. Два сердца, любовь. Ну, здесь нет. Получается, у вас в личной жизни точно все хорошо. Смотрите, пара, да, то есть два сердца, любовь и интимная связь. Может быть, знакомство, если нет любимого человека, может появиться. Любимой девушки. Дальше, смотрите, в этот день будут пустые разговоры, конфликт, хорошие новости. И по якорю вы можете где-то надолго, да, вот задержаться. Либо поставить точку в каком-то вопросе. То есть он и так проигрывается. Но вполне может быть, что вот этот конфликт, он станет для вас якорем. Да, то есть это такой намек идет от карт. Поэтому постарайтесь вот максимально избежать конфликта утром во вторник. Потому что этот конфликт может стать для вас, да, вот таким якорем. Благодарю за внимание, раки. Перехожу я ко львам. Львы. 18 октября. Вторник. События дня покажите мне. Для львов. Солнышко первое, что я увидела. Ага, и ключ еще есть. Ключ показывает, что все в ваших руках в этот день. Вы можете все, да, вот все, что захотите. И солнышко показывает, что у вас хорошее настроение. Метла, ссора. Или метла — это еще наведение порядков. Замок, тайна. Может открыться какая-то тайна. Интимная связь. Чемодан, разлука. Временная разлука. И гости. Значит так, получается, первое, ключ, все в ваших руках, потом хорошее настроение, может быть небольшая ссора,
опять же, может быть связано с тайной, да, то есть открывается тайна, да, и может быть тайна не понравится, или в ссоре откроется тайна. В общем, ссора, тайна, интимная связь, временное расставание и гости. Ну, тут может быть после общения с гостями, да, то есть чемодан проигрывается. Пообщались и расстались. Так что, ну, вот такая информация для вас выпала. Возможно, в гостях может открыться тайна. Что-то вам интересненько расскажут в этот день. Благодарю за внимание, львы, и перехожу я дальше к девам. Так, девы. (18 октября). События дня для дев. Покажите мне. Яблоко. Ага, смотрите. И солнце, и яблоко. Ладно, складываю солнце и яблоко. Значит, солнце показывает радость, а яблоко слезы. Может быть, слезы радости, как вариант. Змея. Ну, змея — это опасный человек, да, то есть человек со злым языком, который может что-то обидное сказать, сделать, может быть, даже слезы вот как бы будут от этого человека. Было хорошее настроение, да, встретили эту змею, и настроение испортила она вам. Или он. Шарики нельзя. Поэтому во вторник избегайте всяких змей. Не реагируйте на их слова. Да, конфликт, видите, выпадает, показывает, что ну, вы явно терпеть не будете, да, вот эти все гадости. Скорее всего, что будет конфликт. Который испортит вам настроение. Выбор. Выбор. Можно делать, можно нет. Маску нельзя. Угу. Череп. Ну, череп показывает плохое самочувствие, да, болит голова, что-то ноет, тянет, да, то есть сердце. Опять же, с конфликтом рядом. После этого конфликта вы можете себя очень плохо чувствовать. Физически, душевно. И здесь нет. Значит, смотрите, получается. Первое событие выпадает солнце, да, и показывает, что у вас прекрасное настроение с утра. Затем встречается змея, доводит вас до слез, да, выводит вас на конфликт, да, и после этого идет плохое самочувствие, плохо вы себя чувствуете. И также еще в этот день может быть какой-то выбор, вы будете стоять перед выбором. Поэтому, чтобы вот этого всего избежать, да, конфликта, слез и плохого самочувствия, лучше всего с этой змеей не встречаться. А если встретились, то не общаться с ней, да, то есть постараться избежать разговора и конфликта, чтобы не испортить себе настроение, понимаете? Так что, девы, вот такая информация мне для вас на вторник. Благодарю за внимание. Дальше я перехожу к весам, а знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылку на вторую часть я оставляю под этим видео в описании внизу. Прокручивайте, нажимайте, переходите и находите свой знак. Если не хотите искать, можете в комментарии под этим видео написать, что мне нужна ссылка на вторую часть, и я вам оставлю в комментарии тогда ее. Жду вас во второй части.